Завершился потрясающий праздник спорта «Седьмые игры народов Якутии». Достигнуты спортивные высоты, установлены новые рекорды. Гостеприимная АМГА приняла у себя гостей со всей республики. Следующие игры пройдут уже в 2022 году в селе Барагонцы Усть-Салданского района. Поделиться впечатлениями о прошедших играх, а также рассказать о подготовке к следующей спартакиаде к нам приехал глава Усть-Салданского района Алексей Федотов. Алексей Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот и завершились спортивные игры в АМГе. Каковы успехи ваших спортсменов и поделитесь впечатлениями о прошедших играх? Во-первых, хочу отметить, что игры в АМГе прошли на очень высоком уровне. Сама по себе только природа АМГи уже привлекает многих людей, и тем более к играм было видно, что район готовился очень основательно. Как команда мы благодарны принимающей стороне за теплый прием, а также отдельная благодарность Сатагайскому наследию, как наш куратор. Они постоянно интересовались нашими вопросами и помогали во всем. И в проживании, в питании, и в культурной программе. Так что соревнования, конечно, прошли на очень высоком уровне. Вообще отмечу, что с каждой спартакиадой конкуренция и уровень притязания на медали становится все острее и острее. Это показало и в АМГе. А вот что вы для себя почерпнули на этих играх? Ну, во-первых, конечно же, эти игры мы смотрели не только как участники праздника. Да. Во-первых, была достаточно серьезная группа ответственных работников, которые работали непосредственно по своим направлениям. То есть смотрели по размещению, по питанию, по подвозу воды, по благоустройству, по очистке, по работе волонтеров и по очень многим большим нюансам, которые за фасадом такого большого мероприятия обычному глазу не видны, но основная работа идет вот там, мы считаем. И, конечно, мы для себя подчеркнули очень много. Я думаю, что еще раз после всех событий, когда АМГинцы успокоятся, мы к ним еще более основательно съездим, поделимся впечатлениями. Такие же переговоры у нас были и с Намским районом, который проводил предыдущие игры. Ну и сам по себе Усть-Салданский район, он уже, я считаю, район, который провел и первые спортивные игры, и СЭХ-Аланхо, и достаточно крупные мероприятия. Так что землякам своим я тоже верю, что мы достойно подготовимся к столь ответственным состязаниям. Ваши спортсмены завоевали 16 медалей, а также заняли 6-е место среди заречных улусов. Как планируете улучшать эти показатели в дальнейшем? Среди центральной группы, не заречных улусов. Да. Да. Конечно, показатели чисто спортивной стороны чуточку хуже, чем даже в предыдущих играх. В Намцах мы завоевали 19 медалей и стали 4-ми. Но, с другой стороны, в 2010 году мы были вообще 12-ми. Так что есть сдвиг вперед и есть какая-то стабильность. В 5 разных видах мы завоевали медали. Это тоже показывает, что мы не только по одному направлению движемся. Хотелось бы отметить легкую атлетику, что на 5000, 10 тысяч метров от Артур Бурцев стал, я считаю, одним из знаковых фигур данной спартакиады. 2-е место завоевал Николай Копырин за команду Якутска, но он тоже уроженец Усть-Салданского улуса. И отмечу, что с начала 2000-х годов вот эти дистанции пока остаются за нашим районом вообще, на всех. Кузьма Татаринов был до этого. И в чем причина? Проста. Это мы отправили получивших путевки 116 спортсменов, из них большая половина — это молодежь. Те, которые видели, наверное, даже по лицам было заметно, наших спортсмены были очень молодыми. То есть основной упор и цель делалась на следующие игры, которые пройдут в нашем районе, и целью ставила, чтобы молодые ребята непосредственно сами почувствовали дух больших соревнований, попробовали себя на данном уровне и показали себя и посмотрели на других. В целом, да, хотели попасть в 5-ку, но не получилось, к сожалению. Ну, в целом, по видам спорта я хотел бы отметить и пляжный волейбол, мы там завоевали и общекомандное 1-е место, и девочки
парни завоевали и чемпионские, и призовые места. По волейболу мужскому мы дошли до полуфинала, это уже наивысшее достижение волейболистов нашего района. По вольной борьбе и по настольному теннису Василий и Румянцев выступили, как мы и ожидали, хорошо. По боксу получили медали, ранее, допустим, этого тоже не было. Так что продвижение вперед есть, и будем планомерно готовить свою команду. Конечно же, сейчас те люди, которые работали в АМГе, подводят общую аналитику, и буквально на днях мы еще раз сядем, посмотрим, а потом уже с главами наслегов, непосредственно руководителями федераций, к осенью, я думаю, у нас уже будет более четкий план именно подготовки команды, одной стороны, и подготовки к играм. Подготовка к играм у нас уже идет, так что реально мы будем переходить на проектное управление, скажем. Уверена, предстоящие игры станут огромным стимулом для развития Улуса. Какими объектами пополнится район? Да, как отметил, после уже подписания указа, после конкурса мы сразу начали работу в этом направлении. Сейчас план мероприятий сверстан. В нем 5 больших разделов и 40 пунктов. Они находятся пока на согласованиях в профильных министерствах. Ну и, как уже отметил глава нашей республики Арсений Сергеевич, тех же АМГе, основные объекты уже определены. Это стадион в селе Барагонцы, многофункциональный спортивный комплекс с беговым манежем. Такого манежа еще будет первым. В республике такого манежа не было еще. Пока манежа не было. И, надеюсь, он будет уже войдет в реестр и будет типовым для всех районов, чтобы с беговыми дорожками, игровыми площадками, чтобы люди имели возможность не только принять в нем участие на спартакиаде, но и функционировала круглогодично для населения района после игр. Да. А также объект зала единоборств, где с залами борьбы, бокса, силовых видов спорта с общежитием на 50 мест. Это в Мандабе, где у нас как раз базируется спортивный лицей. Вот 3 основных спортивных объекта, ну и также, конечно, Дом культуры в селе Барагонцы имени Василия Калимнюри, ну и многие другие направления. В первую очередь, это усилия должны быть направлены на улучшение инфраструктуры района. По оптоволоконной связи, по интернету работа идет, фактически на сегодня 90% района охвачено сетью интернета. Также большое направление работы пойдет на усиление энергетики, водоснабжения, канализационно-очистительных станций по линии ЖКХ, строительство новых централизованных котельных. Так что от этих игр мы ждем не только спортивных результатов и единения народа, но и существенного улучшения инфраструктуры нашего района. А каковы планы развития транспортной системы? Вот именно по дороге, республиканской дороге Барагонцы-Тюнгюлю мы подали заявку для попадания в федеральную программу. Надеюсь, он уже сверстывается. Министерство транспорта в курсе. И данная работа у нас уже была проведена по дороге до села Балыктах на Ахинского наслега. И надеюсь, что автомобильная дорога Барагонцы-Тюнгюлю будет реконструироваться и строиться по федеральной программе строительства автомобильных дорог, а также второе у нас направление до Сотинцев, он уже по республиканской программе будет до 2022 года реконструироваться и ремонтироваться. Это наиболее важная артерия района, я считаю. И сегодня начались работы по также федеральной программе по улице Лонгинова, по селу Барагонцы. На прошедших играх все жители Амгинского района сплотились вокруг спартакиады. Наверняка и жители вашего Улуса готовятся к предстоящим играм. Да. Это очень хорошо, когда в районе есть единая цель, какие бы ни были взгляды на жизнь, но проведение столь масштабных мероприятий на достойном уровне, я считаю, думаю, что все жители нашего района за это радеют всей душой. И, конечно же, было очень отрадно видеть, что в Амге фактически все люди были соединены единой целью. И очень много работы провели через фонд. То есть, да, есть, я уже сказал, план мероприятий, пункты, где
будут финансироваться от федеральных программ, республиканских программ, от улусных программ. Но есть и моменты, где уже люди сами мы должны фактически помогать друг другу, скидываться. Это озеленение, обустройство, восстановление памятников, памятных мест, приведение в надлежащий вид границ улусов. Думаю, опыт работы, мы общались и с Намским, Верхневлюйским, Амгинским улусом. Тоже также будет, наверное, создан фонд развития Усть-Алданского улуса, где примут участие все жители нашего улуса. И, конечно же, он будет открытым, и все основные пункты мы выполним. И главное, я уже сейчас замечаю, уже не год, наши люди уже ждут, надеются и живут этим событием. А после получения флага уже отсчет игр баргонцев начался. А чем будут отличаться спортивные игры 2022 года? Каким датам они приурочены? Во-первых, самое главное — это столетие образования автономии Якутии. Это очень значимая дата, и тем более мероприятие поддержано и подписано на уровне президента Российской Федерации, курирует его полномочный представитель в республике Саха-Якутия, придается очень большое внимание. Это большой плюс для, я считаю, проведения и для переговоров по инфраструктуре, по строительству объектов, но и в то же время очень большая ответственность, потому что при праздновании столетия автономии все 35 районов в тот же год прибудут именно в Усть-Алданский улус, село Баргонцы. Вот это, я считаю, будет самое главное отличие. То, что будет происходить в культурной форме или как в спортивной форме, пусть это будет сюрпризом и небольшим секретом. Хорошим ожиданием для гостей и жителей нашей Якутии. Алексей Васильевич, спасибо вам огромное за интересную беседу. Спасибо. С вами был «Акцент». До новых встреч.